Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Елена Фраимовна, о текущей ситуации в республике. Добрый день. Сегодня на 18 декабря выявлено новых 205 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске максимальное количество 96 случаев. Наибольшее количество зарегистрировано в таких районах, как Нерюнгринский 14 случаев, Алданский 12, Мегино-Кангаласский 9, Горный и Татинский по 8 случаев, а в Ангинском зарегистрировано 7 случаев. Еще в 14 районах зарегистрировано от 1 до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за весь период у нас заболело свыше 23 800 человек, и из них 72% уже выздоровели и приступили к своим повседневным обязанностям. За сутки лабораторное оборудование провело 3264 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Все случаи у нас выявляются, обслуживаются медицинским персоналом. При необходимости назначается либо амбулаторное лечение, либо госпитализируются в стационары. Мы сегодня готовимся уже к новогодним праздникам, усиляемся по нашим запасам. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, это препараты для использования в стационарах. Всего надо отметить, что республика наша, и мы уже неоднократно об этом говорили, с августа месяца начала как раз-таки реализацию лекарственных препаратов, доставку для амбулаторных пациентов. Уже сегодня 126 миллионов затрачено на лекарственные средства, из них 36,5 миллионов – это федеральные средства, которые полностью реализованы. Свыше 11 тысяч человек уже получили лекарственные препараты при лечении. Хотелось еще раз подчеркнуть, что очень много у нас обращений возникает. Данная программа не предусматривает возмещение лекарственных препаратов либо средств, затраченных на них, если вы уже переболели. Препараты даются только на период заболевания, именно в тот момент, когда идет реализация тех или иных направлений по лекарственному обеспечению. Что касается вакцинации, я вот буквально на прошлой неделе говорила про ковидную вакцинацию. У нас поступило 842 дозы, практически вся она реализована. Сегодня последний этап вакцинации. Мы прививаем работников красной зоны по желанию. Это вакцина добровольная. И следующий транш мы ждем в следующем году для прививания также декретированных групп населения. Мы продолжаем все время говорить о том, чтобы люди придерживались всех правил, которые сегодня приписаны санитарными нормами, продолжали дистанцирование социальное, максимально обрабатывали руки. И несмотря на тот же ковид и те режимные меры, которые сегодня применяются, в том же масочный режим, он как раз позволил нам сегодня снизить заболеваемость по ОРВИ и грипп. Мы сегодня видим, что не превышают пороги, особенно среди детского населения. Обычно в этот период мы уже входили в некий такой формат карантина по ОРВИ и гриппу. Сегодня те меры, которые приняты, в том числе и вакцинация от гриппа, которая завершена в нашей республике, привито более 60% от населения, дало нам такой положительный результат. Всем беречь свое здоровье. Удачи. Спасибо. Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Далее эфир продолжим выпуском новостей и коротко о главных темах. Инвестиционные проекты Якутии презентовали в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Колбаса 900, десяток яиц 450 рублей. Кто в ответе за заоблачные цены на продукты в северных районах? Якутянин Аял Лазарев выиграл бронзовую медаль индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе. С победой его поздравил глава региона. Семьям с детьми до 7 лет включительно выплатят по 5000 рублей на ребенка. Об этом заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до Нового года. После окончания пресс-конференции на сайте Кремля появился соответствующий президентский указ.
В нем подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер социальной поддержки. Ее получат почти 15 миллионов детей в России. Из резервного фонда правительства выделят 73,5 миллиарда рублей. В этом году, к сожалению, в силу этих эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками. Отменены массовые мероприятия в театрах, в детских студиях и так далее, и так далее. А праздник, конечно, он такой все-таки необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. И в то же время сегодня и с трудностями. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Как каждому ребенку. В семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно. Сайт госуслуг уже опубликовал информацию о том, что выплата будет произведена автоматически. Заявление стоит писать в двух случаях. Если в семье родился ребенок позже июня 2020 года или если изменились банковские реквизиты. В якутском отделении пенсионного фонда сообщили, что выплаты для семей с детьми младше 8 лет в размере 5000 рублей начнет поступать с 21 декабря. В Якутии проживает около 110 тысяч детей, которые подпадают под эти выплаты. В рамках Дней Дальнего Востока в Москве прошла презентация инвестиционных проектов Якутии. При участии Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписано соглашение о поставке 150 тысяч тонн сжиженного природного газа в Китай. Проект реализуется якутской компанией СПГ на базе малотоннажного завода мощностью 15 тысяч тонн в год. Он был запущен в 2014 году на территории Мегино-Кангаласского района. СПГ имеет опыт поставки сжиженного природного газа в Монголию. Первая поставка объемом в 34 тонны была произведена в октябре прошлого года. В планах компании строительство среднетоннажного завода и расширение производства до 530 тысяч тонн в год. Реализация проекта пройдет в 3 этапа с привлечением инвесторов. Вот год назад здесь такие же дни Якутии мы проводили здесь встречи и провели переговоры с китайскими компаниями. Вчера мы подписали контракт, что мы им будем поставлять 150 тысяч тонн СПГ в год. Мы на себя берем обязательство построить завод уже не на 20 тысяч тонн в год, но это порядка 2 тонны в час. А там будет вырабатывать значительно больше, и мы будем отгружать Китай. В Якутии будет создана полноценная отрасль. Мы зайдем на рынок переработки газа уже со среднетоннажным проектом. В ближайшее время будет запущена программа перевода сельскохозяйственной техники на СПГ и пилотная программа по переводу котельной села Качекацы. 33 объекта здравоохранения на сумму 1 миллиард рублей построено в Якутии за 2 года. Поставлено 174 аппарата ИВЛ, 8 кислородных станций, более 100 кислородных концентраторов и другие. Это реализовали в рамках региональной программы под модернизацией первичного звена здравоохранения, которую республика защитила одной из первых на Дальнем Востоке. В целом до 2025 года будет направлено почти 13 миллиардов рублей. Планируется закупить более 380 единиц медоборудования, 248 автомобилей, провести капремонт 78 зданий и строительство 73 объектов здравоохранения. В этом году мы открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Это Вилюйске, Покровске, Ленске и недавно открылось в Улюпинске. До 2024 года мы должны еще 5 открыть. Также построено и введено в эксплуатацию 9 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 9 они на стадии завершения, и скоро начнется процедура лицензирования. Колбаса 900 рублей, десяток яиц 450. Такие цены на самые необходимые продукты в северных районах республики.
Проблема увеличения надбавки на стоимость продуктов уже давно стала традиционной для якутян. Можно ли с этим бороться и снизить цены, выясняла Саргалана Неустроева. Ежегодно с приходом зимы жители отдаленных районов республики сталкиваются с завышением цен. Однако, как утверждают специалисты, вкупе с районной надбавкой к заработной плате это завышение не должно критически сказываться на кошельке среднестатистического северянина. При этом цены на продукты из перечня социально значимых регулируют главы районов. Работа по контролю за ценами ведется специалистом по ценообразованию. На 12 видов социально значимых продовольственных товаров утверждена торговая надбавка. Ведется еженедельный мониторинг цен на ЦЗПТ и продукты питания. Необоснованного роста цен не наблюдается. Тем не менее, местные жители утверждают обратное. С нами связалась жительница поселка Депутатский, пожелав остаться анонимной. По ее утверждению, средняя зарплата на человека составляет порядка 40-45 тысяч. А цены на продукты тем временем колеблются от 300 до 500 рублей. И это в лучшем случае. Помимо высокой стоимости продуктов, прилавки часто бывают пусты. Картошки вообще-то в магазинах нет, в одном 200 или 260, или 280 картофель. Привозили сюда по 40 рублей, но это картошка, которая никому не нужна. Ее только надо скармливать животным по 40 рублей. Там столпотворение было, но, в общем, вот такие дела. Мясо тоже дорогое, все это дорого. И, кстати, рыба, у нас рыбный, так сказать, район, но рыбы здесь никогда не видно. И потому что все, значит, рыболовы или артели рыболовецкие, они все отвозят туда, к вам в Якутск. Однако контролировать ценообразование на продукты коммерческого плана невозможно. Их доставка не субсидируется государством и сопряжена с определенными рисками. А значит, предприниматель рискует прогореть. Предприниматели имеют право сами устанавливать цены, но они обязаны соблюдать торговые надбавки, которые утверждает глава именно на тот перечень, который утвердил тоже глава района. Этот перечень небольшой. Это основные продукты питания. Вот такие вещи только субсидируются. А все остальное, скоропорт особенно, там яйца, овощи, фрукты, это уже предприниматели сами за свой счет везут, и они имеют право там свободно уже устанавливать свои цены. Специалисты утверждают, основная причина, по которой цена на продукцию становится в разы больше, чем в центральных районах, сложная транспортная логистика. И все же руководству Якутоптор, компании, которая реализует продажу товаров питания на арктической территории, с недавнего времени удалось добиться значительного снижения стоимости ряда товаров. Я думаю, что мы достигли такого беспрецедентного шага, что мы снизили цены на социально значимые продукты питания в арктической зоне. Основная причина снижения, достигнутого снижения цен – это не сколько логистика, а сколько правильный, грамотный закуп, своевременный, грамотный закуп и закуп без посредников. И все же проблема от этого не стала менее ощутимой, а вопрос о поставке продуктов на север по-прежнему остается открытым. А ведь уже совсем скоро наступит главный праздник страны. Так кто же ответит, как быть тем, кто не может позволить себе даже килограмм картошки? Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Дань уважения отдали людям, внесшим вклад в развитие Алекминского района. На церемонии награждения земляков побывала Елена Фаст. Традиционно в декабре подводят итоги уходящего года. Поскольку в этом году Алекминский район отметил юбилейные 90 лет, были приглашены люди, которые оставляют достойный вклад в развитие. Открыла церемонию премьера документального фильма «Летопись Алекмы. События, факты, люди». Которых нуждалась страна. Маршрут Синчан-Якутск. 1200 километров. Среди приглашенных – участники общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Виктор Рыбкин. История района и его жизнь переплетены очень тесно. Я все на бульдозере все проездил зимой, как говорится. И дороги чистили, и дамбу строили, и все. Летом все фермы, как говорится, как говорится, по совхозам все фермы чистили. Дороги часто, ВТП, дороги делали все. От Первого Нерюке до города, Ничего, до Солянки работали, дорогу делали. Косогор Солянский делали, нынче сделали. Максим Габышев. Организация процесса переработки.
Понимание Родины, любовь к родному краю у него свое, особенное. Любовь к родине – это, во-первых, это любить свою родину, любить свой район, деревню, любовь к земле. Но я думаю, так, любить страну в общем и трудиться на благо Родины. Грамотами различного уровня в этот день отметили многих, чей вклад имеет большое значение. Можно трудиться в различных отраслях, но сделать это так, чтобы результат стал по-настоящему достойным. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Справедливость восстановили в Амгинском районе. В 2017 году почетный гражданин, ветеран-педагог Дарья Васильева пострадала от рук мошенников. Она заключила договор на строительство частного жилого дома, взяла ипотеку и провела в ожидании несколько лет. Поняв, что она оказалась в числе обманутых, обратилась за помощью к районным депутатам и главе района. Было принято решение оказать помощь пострадавшей. В этом году за счет районного бюджета и спонсорской помощи ей построили частный дом в селе Амга. Размером 6×6 его возвели из СИП-панелей в конце лета. Работы по возведению проводила строительная компания «Хересхал», директор которой является депутатом районного собрания. Компания также выступила спонсором. В прошлом году она обратилась к депутатам районного совета депутатов Амгинского улуса с просьбой помочь в ее проблеме по строительству дома. Оказывается, одна обманутая дольщица. В 2016 году она вступила в ипотеку, и застройщики обманули, грубо говоря, взяли деньги, но ничего не построили. А в Хандаге завершилось строительство 2 многоквартирных домов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ключи от квартир новоселам торжественно вручат уже в эту субботу. Одной из первых в новостройке побывала Мария Винокурова. В райцентре Тампонского улуса по этапу 2019-2020 годы возведены 2 каменных дома. 28-квартирный по улице Магаданская и 64-квартирный по улице Геолога Кудрявого. Туда из ветхих и аварийных домов будут переселены 88 семей. Это свыше 200 человек. С переездом жильцов будет предоставлено жилье квадратура не меньше аварийной с увеличением в пределах 10%. Поэтому 88 семей переселяемых получат немного больше площади, чем ранее занимаемые в аварийном жилье. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Хандаге ликвидировано 11 аварийных жилых домов. Новые дома полностью готовы к сдаче в эксплуатацию. Квартиры с отделкой, плитами и сантехникой. И, как отмечают сами новоселы, которые уже осматривают свои владения, тепло и светло. Очень давно мы здесь живем, здесь жила моя бабушка, мама. Я родилась, и все в одной квартире пахло колосьем. Этот дом очень старый, и мы так ждали новую квартиру. Ну, по сравнению с теми условиями, в которых мы жили, это, конечно, сказка. Масштабное строительство в Хандаге продолжается. По этапу 2020 года по улице Магаданской, где в будущем вырастет целый жилищный комплекс, начато строительство еще одного дома. Сюда будут переселены 29 семей. В следующем году они тоже получат свои ключи от новеньких квартир. Мария Винокурова, Хандага, Тампонский район. 31 декабря в Якутии объявлено рабочим днем. Об этом сообщили в региональном Минтруде. При этом, как отметили в министерстве, он будет сокращен на 1 час. Напомним, что согласно календарю нерабочих и праздничных дней, каникулы в 2021 продлятся по 10 января включительно. Праздничные с 1 по 8, 9 и 10 выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, первым рабочим днем после каникул станет понедельник, 11 января. Якутянин Аял Лазарев выиграл бронзовую медаль индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе. Спортсмен выступил в весовой категории до 125 килограммов. Бронзу ему обеспечила победа над азербайджанцем. Аял Лазарев выиграл бой досрочно со счетом 11-0. Спортсмена с успехом поздравил глава Якутии. В своем инстаграм Айсен Николаев написал, что наши якутские спортсмены продолжают радовать земляков своими блестящими победами. Сегодня рано утром, прилетев из Москвы, узнал радостную новость, что якутянин Аял Лазарев завоевал бронзовую медаль Кубка мира в личном зачете.
Аял блестяще завершил борьбу с представителем Азербайджана, тем самым стал первым в истории якутского спорта борцом в весовой категории до 125 килограммов, достигшим такого результата. Поздравляю с заслуженной победой, желаю новых ярких побед и достижений. Якутия вперед, написал глава региона. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.